Всегда есть место подвигу. 26 лет званию Героя России и знаку особого отличия – Золотой звезды. Ни одного заявления о нарушении избирательного права в день голосования и на следующий день, уже через день, сегодня этот час, не поступало. О прошедших выборах президента страны говорили сегодня на заседании Совета Народного собрания Ингушетии. Данная проба будет отослана в Ставропольскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследования. Чтобы все по ГОСТу, использовать для здоровья. Сотрудники Россельхознадзора проверили условия хранения и реализацию молочной продукции. В планах, конечно же, проводить ежеквартальные выезды и, конечно же, с участием и школьников, и студентов, чтобы они могли поближе познакомиться и с историей. Шагнуть в прошлое. Провести экскурс к склону Барта-Босси было решено Комитетом Ингушетии по туризму. Впечатления туристов в выпуске. Мне, в принципе, без разницы, с кем драться. Главное, чтобы защитить свой пояс. 21 апреля в Питере действующий чемпион в полулегком весе Хамзат Далгиев будет защищать свой титул против Нейта Ландера. Это новости 24. Добрый вечер. Ровно 26 лет исполняется сегодня со дня учреждения звания Героя Российской Федерации и знака особого отличия – Золотой звезды. Медаль, полагающаяся к высокому званию, представляет собой копию звезды Героя Советского Союза. Первым высшее звание за геройский подвиг получил наш земляк – генерал-майор авиации Сомбек Асканов. Позже ряды героев пополнили и другие ингуши. Летчики Мурат Аздоев, Ахмед Мальсагов, Шервани Костоев, капитан милиции МВД Руслан Альгиев, подполковник ФСБ Налихан Калиматов, секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Катиев, майор полиции Абубакар Костоев, воспитательница детского сада Мария Марабханова, генерал-майор Юнусбек Евкуров. Оценить и измерить подвиг каждого из них невозможно. Именно на таких примерах в республике воспитывают подрастающее поколение. О прошедших выборах президента страны говорили сегодня на заседании Совета Народного собрания Ингушетии. Спикер парламента Зелимхан Евлоев отметил высокую организацию проведения выборов, а также активность и высокую явку ингушских избирателей. Мы с вами живем в этой стране, родились в этой стране, видим, что сделано в последние годы. И, конечно же, задачи перед страной стоят не менее важные. И для решения этих задач нужен был сильный президент. И уверен, что граждане Российской Федерации сделали правильный выбор. Самое главное, без эксцессов, без чрезвычайных происшествий прошел этот день. Ни одного заявления о нарушении избирательного права в день голосования и на следующий день, уже через день, сегодня этот час, не поступало. Далее депутаты приступили к рассмотрению вопросов для включения в повестку дня предстоящего заседания, которое состоится 22 марта. Один из главных – подготовка к парламентским слушаниям. В Ингушетии открыты 69 детских садов. Создано более 22 тысяч ученических мест. Введены 3 десятка объектов здравоохранения. Чуть больше в сфере промышленности и сельского хозяйства. Успешно решается вопрос с жильем для вынужденных переселенцев. Постепенно отступает безработица. Все эти факты послужили главным доводом для избирателей при выборе будущего курса развития своей страны. Граждане накануне определились и уполномочили вновь избранного президента отстоять заданный политический вектор. Репортаж Индиры Манкиевой. Стабильность, повышение дотационности субъектов, снижение безработицы, суверенитет и процветание России – все это не на словах, а на деле. За последние 10 лет только в нашем субъекте была проведена колоссальная работа, напрямую повлиявшая на уровень жизни граждан республики. И эти перемены, безусловно, в лучшую сторону. Созданы необходимые условия для привлечения инвестиций в строительную отрасль и развития целой сети социально значимых объектов.
С 2008 года в республике построено или реконструировано около 450 объектов. Из них к образовательной сфере относится 86. Если тогда в республике функционировало 29 детских садов, то сейчас их 69. Очередность детей снижена с 13 700 до 4 тысяч. На сегодняшний день в регионе создано более 22 тысяч ученических мест. В республике нет ни одной школы с трехсменным режимом обучения, а в большинстве случаев удалось решить вопрос и с двухсменкой. 31 объект введен в строй в сфере здравоохранения. Построены перинатальный центр, республиканская детская больница, онкологические и эндокринологические диспансеры, центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Результатом строительства объектов и модернизации системы здравоохранения стало изменение медико-демографической ситуации республики в положительную сторону. В сфере промышленности и сельского хозяйства 34 объекта. Именно они – оплот экономического развития региона. Это завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов, швейная фабрика, завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких диодов, алюминиевых радиаторов отопления. В рамках развития агропромышленного комплекса построено и отреконструировано 24 объекта. Наиболее важный из них мясомолочный комплекс, агропромышленный комбинат «Атлас», комбинат детского питания. В итоге в 2,5 раза выросли собственные доходы консолидированного бюджета республики. Создано порядка 9 тысяч рабочих мест. Я сам с Малгобека, да, это огромный плюс, конечно, если завод заработает на полную мощность, то, что тут работа будет и рядом, самое главное, и оплачиваться. В регионе также решаются и вопросы в области жилищного обустройства отдельных категорий граждан. Для вынужденных переселенцев построено 17 домов. Собственное жилье обрели 1444 семьи. 49 жилых домов сданы под ключ жителям оползневой зоны Малгобека. По первой очереди построено 32 трехэтажных многоквартирных домов, в результате чего обеспечено жильем 843 семьи. Общей площадью жилья 90,5 тысяч квадратных метров. كورتيرهاية وداخل وتجاز وشوف يلا ضغط على الرشتة خلو خلو والشوي وز وصل الموجود وز متأهل وقت مشاني بالجود وزموت جيت على الأيوة لا نزل. Не отстает республика и в темпах строительства объектов культуры, и спорта и туризма. Их на сегодня в общей сложности 58, построенные в рамках федеральных программ и за счет привлечения внебюджетных средств. Я считаю, что это очень большое достижение. Огромное спасибо руководству республики и, конечно, Министерству культуры России, который ежегодно возводит, помогая финансовым средствам, помогает нам возводить объекты культуры. В этом году мы сдали 8 объектов культуры. И вот в 2018 году, то есть в минувшем 2017 и в 2018 еще 8 объектов культуры мы открываем. Причем открываются в самых отдаленных сельских поселениях, где никогда действительно не было очагов культуры. Благодаря работе, проведенной за последние 10 лет, в регионе удалось снизить уровень безработицы. Так, по сравнению с 2008 в прошлом году наблюдалось снижение показателей в 2 раза. С 2018 по 2022 годы в республике планируется масштабное строительство социально-экономических объектов, в том числе по линии образования более 20, здравоохранения 5, в спортивной сфере 6 объектов, промышленности 3. Это позволит создать и дополнительные рабочие места. Страна
Страна сделала свой выбор. 18 марта жители России не просто выбрали главу государства, верховного главнокомандующего, но и определились с вектором развития всей страны. Владимир Путин получил от граждан России самое главное – полное доверие. Сегодня для России актуальна сильная власть. Я видела это только в Путине. Все-таки он уже как бы состоявшийся политик. Его уважают, с ним считаются. И я считаю, что власть должна быть сильная. Я вижу приоритет Владимира Владимировича в том, что он делает. В том, что он заботится о своем народе, о севере России и, в частности, о Республике Ингушетия. На выборах я голосовал за Владимира Владимировича Путина, так как считаю, что достойной кандидатуры, кроме него, в стране я не вижу. После абсолютной победы в выборах президент отметил: теперь мы будем думать о будущем нашей великой Родины. И мы, безусловно, обречены на успех. Индира Манкиева, Новости 24. Профессиональные навыки, личностные качества, умение сопереживать и чувствовать каждого своего подопечного. Сегодня по всему миру отмечают День социальной работы. Праздник отмечается ежегодно в третий вторник марта. Он был учрежден с целью подчеркнуть важность социальной работы для общества и отметить вклад социальных работников в поддержку и защиту нуждающихся в этом социальных групп. В нашей республике функционирует Центр обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Сходить в аптеку, помочь донести до дома продукты, сделать уборку дома, да и просто выслушать, поговорить по душам. Социальный работник для многих уже как член семьи. Сотрудники Россельхознадзора проверили условия хранения и реализации молочной продукции. В рамках государственного мониторинга специалисты прошлись по торговым точкам Карабулака. Удалось ли выявить нарушения, расскажет наш корреспондент Микаил Тангиев. Управление федеральной службы Россельхознадзор по Республике Ингушетия, государственный инспектор Усагов Магомед Алиханович. Сегодня для продавцов этого магазина визит ветеринарной службы стал полной неожиданностью. Сотрудники наведались к ним целой группой. Проверяют, как правило, сроки хранения продуктов. Особое внимание обратили на молочную продукцию, где содержится множество элементов животного происхождения. В этом магазине продают разливное молоко, которое, возможно, не соответствует государственному стандарту качества. Данная проба будет отослана в Ставропольскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследования. После того, как будет проведено соответствующее исследование, после того, как будут известны результаты данного исследования, будут приняты дальнейшие шаги в соответствии с ветеринарным законодательством. Пробу молока сотрудники взяли не случайно, ведь ранее в нашем регионе были зафиксированы случаи сильного молочного отравления. Сотрудниками ветеринарной службы такие рейды проводятся часто. В основном проверяют ветеринарные посты, наличие документов, а также ветеринарных справок. Микаил Тангиев, Сухов Кусеев, Новости 24. Сегодня празднуется День весеннего равноденствия. Само по себе это уникальное явление природы, когда день и ночь делятся поровну. В давние времена, когда весну определяли по солнцу, считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе. В этот день Земля расположена под таким углом к солнцу, что его лучи падают отвесно на экватор. Небесное светило переходит из южного полушария в северное. Весеннее и осеннее равноденствие считаются астрономическим началом соответствующих сезон года. Промежуток времени между двумя одноименными равноденствиями сегодня и принят для измерения времени и называют тропическим годом. В нем неполных 365 солнечных суток. Таким образом, продвигаясь каждый год примерно на 6 часов, равноденствие приходится на разное время. Но вот такую природную идиллию частенько нарушает человеческий фактор. В селении Сурхахи борются с нечистоплотными, скажем так, субъектами. Кто-то повадился выкидывать мусор без зазрения совести, образуя тем самым стихийную свалку. Власти на местах тут же провели свое собственное расследование. И вот кому вывел след, расскажет Зелимхан Калоев. ده حاجة مشان وزا حلاريان وخ قيتر حلاريان مشان يوز.
Это видеообращение накануне выложил неравнодушный житель сельского поселения Сурхахи. Картина далеко не из самых приятных. На совершенно чистой площадке, где раньше невозможно было найти и фантика от конфет, теперь больше напоминает сельскую свалку. Огромная гора мусора приковала взгляды негодующих сельчан. Разобраться в этой ситуации и найти виновника собрались представители Комэкологии, местные жители, общественные деятели. Начиная от Далакова, кончая Огустройски, каждый закулкнул. Впрочем, такие мусорные сюрпризы для жителей Сурхахов преподносят частенько, что и подтверждает, это случай далеко не единичный. Глава администрации сельского поселения Сурхахи Харон Нальгиев не сомневается в том, что мусор принадлежит жителям Назрани, поскольку внутри пакетов были обнаружены явные улики, чеки и другая мелкая документация с телефонными номерами. Но на такие меры власти села пошли только когда терпению подошел конец. Как мы сегодня видим, вот там квитанции и тетради мы нашли. Это жители Назрани вот там. Даже берем оттуда номера, звоним, они говорят, что вчера у них вывозился мусор. Кто? ЖКХ. Если сегодня мы не нашли вот там квитанции, вот эти тетради, все это были жители моего села, из Сурхахов. Жители Сурхахов приехали, полный КамАЗ, тут мусор выбросили, поехали. И за это все должен был отвечать я. Но если этот человек, если он ингуш, если он верующий человек, он должен отвечать за свои поступки. Хотя в селении мусор и раньше выбрасывали прямо на землю, но до такого масштаба, как сейчас, не доходило. Установить виновника стало не так трудно. Данные водители уже известны. По этому делу уже разбираются компетентные органы. Города Назрани вывозили этот мусор. Тут имеется документация в этом мусоре. Участковые были, телефон, да, теха, подтверждение, кто выгрузил, водитель, все установлено. Сейчас участковые ищут этого водителя. По этому факту и ЖКХ города Назрань будет привлечена к административной ответственности и руководитель этого предприятия, и водитель, который совершил это правонарушение. Придуманный новый способ утилизации мусора ЖКХ Назрани получил всестороннюю огласку моментально. Видимо, такой реакции нарушители уж точно не ожидали. А что гораздо страшнее, если бы жители оставили этот случай без внимания, то продуманный способ продолжал бы пользоваться и в дальнейшем. Такой поступок недопустим в первую очередь по человеческим соображениям, не говоря уже о религии. كلوك باسوس أكثر نوح ياسوس هم ياسوس ومليون جوش دهون وآرين شو يقيد دهون يبوه حبة داود جوسك دابوسو بسقو ألوي يمو هم داود جوسك يبوسو بكرست هديبوس بيج بس أغنى دهون سنديرة دواس غلقي سنديرة دواس إزدلي سنشيد سردن زح بير خاندن زح سنداش كهر حق يسنشتهن شيء زين سنو يا هجول هم ناخا يقر خوز غلق ديك غلق هم سنخ سدوا شغل بلغوي إزبو حبة سقو حبار جيتار Я хам де еще ждать. Ну цакца хам де экология хан шаш без болж бог ар хабой. Цан юагаште по штраф тухи из машин юлч организациян. Иванов вали Сидоров вали Шаймолов вали с Богу шой лорвис цар лорвис. Сак вашли авиации арвалит мегвац. Бог бейт меги бац, шайнах лорби бессар аляхас. Я хам делал того, что хади еще хамдацер. После нескольких часов ожидания в ЖКХ Назрани все-таки решили убрать мусор. Виновных лиц привлекут к административной ответственности, им грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Хейдибек Бузарова, Новости 24. Но это еще не все новости. Дальше вы увидите следующее. Провести экскурс к склону Барта-Босси было решено Комитетом Ингушетии по туризму. Впечатления туристов в нашем выпуске. В Питере действующий чемпион в полулегком весе Хамзат Далгиев будет защищать свой титул против Нейта Ландвера.